Друзья, всем привет, доброе утро. Такое, знаете, весеннее утро, морозное, вот эти утреннички. Люблю это время года, конечно, ужас. Как и вот осень, золотую пору, так и вот эти утреннички. В общем, ребят, плюс-минус, чтобы вы понимали, 300 метров мой дом и река. Вверх, вниз, пожалуйста. Хорошо все подмерзло. Был дождь, снег весь растопило. И, в общем, просто прелесть. Буранка, ребята, как асфальт. Лед чистый по реке. Просто идеально. В общем, очередная рыбалка, ребят, выезжаю. Выезжаю с ночевочкой. И вот думаю, куда мотануть, ребят. Сейчас в это время можно проехать хоть куда вообще. Просто хоть куда. Наверху я был, ночевал. Что-то мне не особо понравилось. Приехали там друзья, кстати, стоят. Вчера звонил, звали. Что-то, ребят, хочу я съездить вниз. Что-то я очень редко зимой езжу вниз. А летом, наоборот, только вниз. И что-то прям захотелось, ребят, прокатиться. Вообще, знаете, даже не знаю, куда встану. Просто еду. Вот понравилось, вот здесь и буду стоять. Вот, не знаю, у меня есть живец, у меня есть черви, ребята, комбайны, жерлицы, палатка, пила. В общем, все, бензин, продукты. Вот эта мобильность, ребята, просто, знаете, завораживает. Ты не определенно не стоишь на определенном месте, то бишь где-то на избу ехать, вот только здесь рыбалка. Здесь, ребят, мобильность, свобода, вот это, знаете. Ни от кого не зависишь. Захотел — уехал, захотел — покушал. Вот многие спрашивают, почему частенько один езжу. Потому что, ребят, свобода. Напарник — это хорошо, но когда вот ты ни от кого не зависишь, это вообще круто, конечно. Мне не надо там проситься в чужую избу, чтобы мне кто-то завез, забросил. Все, ребята, вот это захотел — уехал, захотел — приехал. Такие дела. Короче, ребят, попылили вниз. В районе доберемся до Галечки нашей, проведаем, как она дела, как у нее дела. Возможно, еще ниже, возможно, ближе, ребят, посмотрим обстановку. Короче, такие дела. Так что давайте со мной. Шикарные виды сейчас будут. Полетели. Еще не прогрелся. Давай, тундрочка, вперед. Включаем подогревчик. Поехали. Ой, раздолье, ребята. Конечно, аккуратно может занести очень хорошо. Короче, поехали.
Ах, ребятки, с ветерком-то, а? Ну, опасно по такому льду на скорости идти, потому что в занос сразу можно моментально залететь. Один раз раскрутила там труба. Вот что значит, ребят, катковая подвеска. Снега нету. Вот снегоходы склизовские, да, вот склизы у многих идут. Тут даже царапки не помогут, потому что, ну, что тут будет цеплять? Особо не нацепляешь. А катковая подвеска все-таки первый лед, когда мало снега. Последний лед нормально. В одном месте чуть не размотало меня там. Вот. И хорошо, что вот железные направляющие, как конечки, врезаются, как бы, ну, управление более-менее. Все, ребят, добрался. Вот она, галечка. Но я туда, ребят, не поеду. Я встал конец пляжа. Здесь очень хорошее расширение. Вот прям перекрою комбайном всю речку, ребят. Посмотрим. Жерлицы покидаю чуть ниже. Там в Куре можно покидать жерлицы. Короче, вот здесь стану, ребят, и нормально. Я тут не один, Женек. Ну, списывались. Вот он там, напротив проточки встал. Расставляется, уже чуть пораньше приехал. Красота, ребят. Блин, погода сегодня просто сказка. Ё-моё. Вот так, наверное, начнем, ребят. Прям. Бац, 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 бац. Начнем с ямы. Ну, как бы не яма, а вот обрывистый. Здесь глубоко, течение, понятно. И будем уходить в миляк. Посмотрим. Все, давайте начнем. Быстро комбайны. Дальше больше. Сейчас вот так быстренько, ребятки, поставим. А что спешить? Спешить некуда, если честно. Целый день у нас. Хотя вот мужики вот тут рыбачат, ельцы клюют, ну только до обеда. Мне елец-то в принципе не нужен, у меня и крючки-то большие, не под ельца. Охота яська или налима ночью. Ну-ка уже замерзла.
Подзамерзли. Мороки, конечно, много с этими комбайнами, но когда выставишь, потом интересно. Так, и третий поводочек. Лед трещит, блин, офигеть. Так. Все, поехали. Нифига не поставил кивок. Резинка замерзшая. Холодно. Минус 15. Вот так вот. Все. Поехали. Так, все. Нашли глубину, ребята. Второй готов. Ну, вот так дальше больше и попрем. Бубенчиков, конечно, у меня не на все. Но есть. Так, друзья, ну что, все готово. 10 в ряд. Здесь хорошее расширение. И, короче, ребят, перекрыл я полностью речку. Ушел самый меляк. Все, ребят, стоят 10 штучек. Через один поставил лубенчик. Блин, ну должен же тут кто-то проползти. Незамеченным не останется, наверное. Я надеюсь. Лед трещит. Такие дела, ребят. Место новое. Ни разу не рыбачил. Может, рыба не стоит. Как бы не ходит здесь. Такие дела. О, немножко теплеть начинает, солнышко поднимается, ребят. Блин, вообще без очков я не знаю, что делать. Такой отблеск идет от снега, от льда, как зеркало. Ну не знаю, ребят, посмотрим. Пока ставил, ничего не звенело, кстати. Вот. Так, что, идем дальше. Жерлица Донка, ребята. 10 штучек у меня имеется. То же самое жерлица, только вместо стального там, да, поводка с тройником или двойником идет лесочный поводок и крючок. Тупо ложу на дно. Это в основном на налима такая штука. Вот, правда, не знаю, куда ставить. Возможно, пойду по пляжу. Вот там. Выставлю их там. Здесь как бы тоже пляж есть, но непонятно, ребят, куда лупить. Если я наверх поднимаюсь, я уже примерно представляю, не примерно, я знаю, куда что ставить. А здесь, ну, новое место, грубо говоря. Ну, перспективно. Здесь когда-то я скидал продольник, а головли очень много попадалось. Вот, возможно, как бы с этим расчетом не надеюсь. Такие дела. Иду на разведку, ребят, посмотрю сейчас. Жерлицы примерно я знаю, куда хочу ставить. Коряжник хочу поставить жерлицы вот там. А вот эти донки не знаю. Короче, будем разбираться. Это нам не надо. Это нам не надо. Это у нас чашечки закрывать, комбайны. Ну, пока не стал ставить. Новый, ребята. В комплекте вот так продается. Экран для лунки. С неопрена. Вот. В таком чехольчике. И вот у меня мои жерлицы Донки. Вот тут по пляжу возьму. И вот Галечка, красотка. Эх, еще не скоро туда приеду по фидеру. Вот этот пляжик
Поворотик, ребят, заберем. Пускай стоят. Кушать не просят. Так, ну что? Давно их не ставил, конечно. Вот, ребят, видите, вот такая снастишка. Такая снастишка. Кстати, ловил, работает, можно ставить. Флажок, ребят, не загнут, как под жерлицу, чтобы малейшее шевеление как бы поклевку показывало. Так, что-то я разогнался. Глубину-то я тут не посмотрел. Все, короче, ребят, стандартно. Сам к этому приходил потихоньку, пробовал, вроде как работает. Нормально. Тупо ложим на дно. Все. Как-то так, ребят. Как-то оно так. Так, ребят, ну что, еще плес готов. 10 донок. Вот так я их по пляжику тут разбросал. Ну, место интересное. Вот туда концовочка. Посмотрим. Налимчик тут должен быть, по идее. Ну, дай бог. Работаем. Нормально, ребят. Женек там, наверное, рыбачит во все, я тут работаю. Ну, вот как-то так надо, ребят, бросать снасти, смотреть. Ну, потому что, ну, непонятно. Может, вот эти комбайны, то, что я выставил, вообще в ноль. Рыба дурацкая. И вот жерлицы, ребят, я когда-то ставил вот там. Когда-то мы здесь ночевали. Года 2 назад, наверное. А сейчас я хочу вот по тому свалу в Корешнике поставить. Опасное дело, конечно. Там, если будет что-то, то сразу, наверное, заведет. Тем более, стоять буду на комбайнах. А жерлицы там, ну ничего. Так что, прям. Вот по этому свалу, ребят, хочу я поставить. Посмотрим. Дорога есть, он по реке, кто-то вниз заходит. Вот тут, ребят. О, дрова, кстати. Нормальная тема. Нормальный тут такой свальчик, ребята. Хороший. Глубоко. Ямы здесь. Вот щука крупная живет. Налим тоже может стоять. Кормиться здесь не будет, но что-то прям охота вот попробовать, ребят. К весне. Похулиганить, так скажем. Надо пробовать, экспериментировать. Иначе ничего не получится. Ладно, что. Что-то новенькое всегда интересно. На заезженные точки ездить тоже такое себе, знаете. Ну, удовольствие не получаешь. Когда что-то новое, это всегда радует. Охренеть.
Да ну нафиг. Раз, два, три, четыре. Да. Раз, два, три, 4,5. Вон берег, ребята. Вот это свал. Ну, дрова он здесь зато как раз и живет у меня сегодня, ребят, сорожка. То, что нужно, бодренько. Вчера наловили свежее. Не карась уже этот заезженный. Сорожка все-таки сорожка. 4,5, ни хрена себе. Скорее всего, я неправильно это делаю. Все равно на меляке ставить. Ну, ребят, охота мне попробовать. А вдруг, как говорится. Готово, ребята. Ну, не знаю. Чисто так. По идее, ребят, с точки зрения зимы, это неправильно. В яму нечего соваться. Ну, я в соотношении говорю нашей речки. Понятно, кто-то жалится и на 15 метров ставит. Но, если летом в яму рыба заходит, жарко там, туда-сюда, теплая вода, она гасится в яму, в глубокие места, то зимой наоборот все. С-под льда хватает там 15 сантиметров, чтобы 5-килограммовая щука охотилась. Это правда. Ну, прям что-то захотелось, ребят. Ну, не знаю, прям, знаете, вот что-то вот планировал сюда ехать. Еду, так думаю, ага, там. Ну, короче, свои вот эти тараканчики. 9 штук, ребят, комплект. Ну, был 10, одну переехали снегоходом мне. Вот, и у меня еще 7 штук есть. Ну, понятно, продолжать я не буду. 4,5 метра, офигеть. Ну, там вышел на 2 метра. То бишь, как раз вход или выход, без разницы, забрал. Посмотрим. Если будет сработка, то, возможно, как раз вот на 2 метрах, вот на этом свале. Все, еду на базу, которой еще нету. Посмотрю комбайны, что там стоят, как. Ну и эти жалицы, может, на пляжу там, на меляках поставим. Такие дела. Ну все, последние жалицы на песчанке. Глубина сантиметров 20 из-под льда. Вот и посмотрим. 4,5 метра и 20. Ну, ушел немножко в русло туда. 20, 25, 30, 40, 45, 50. Вот такая глубина. Едем комбайны смотреть. Есть обжевано, ребятки. Ну, походу, мелочь и лес. Что-то типа такого. Что-то типа такого. Ветер опять к обеду. Надоел уже этот ветер. Надоел. Ну и, конечно, грязи, ребята, тоже хватает. Чистить постоянно. Следить, смотреть. Тут нормальный. Тут нормальный. А тут рыба. Кто это у нас? Елец, ребята. В заглоте. Причем вот первая рыбка у нас, ребята. Повезло, что заглотил. Вот ельцы, они, конечно, шороху тут дают. Шороху дают. Вот они тут, наверное, и ходят. Ну, говорю, крючки, ребятки, у меня не под эту рыбу. Большеватые. Все, поехали обратно. Яська бы поймать, вот хочу. Язёк бы был приятно. Не знаю. Новое место, конечно. Будет тут рыбалка, не будет. Это, ребят, покажет время. Вот так вот. Елец.
Ну, таких штук с десяток. Сковородка вкусная получится. Нравится мне рыба эта. Ну вот такие дела, ребятки. Не густо, конечно. Мелочь, елец бьет. А так пока в плане что-то такого нельзя. Ничего интересного. Но я все-таки рассчитываю на налима, ребят. Это вечер, это ночь, это утро ранее. Вот. Так что как-то так. Ну, в планах, наверное, ребят, палатку буду прям под обрыв ставить. Ветра ну, тут поменьше будет. Вот тут как бы и снежочек поприятнее, не так скользко. А то сейчас чуть не упал, блин. Хотя тоже тут прямая, блин, все равно тянет ветер. На поворот ехать. Ну, комбайнами надо смотреть, как бы. Жалится-то ладно, съездил, проверил. Комбайны надо блюдить. Поставим палатку, ребят. Вот. Пускай стоит палаточка уже. Приготовим обед. Я там быстро взял. Ужином уже что-нибудь приготовим там. Может, рыбку пожарим, если поймаем. Может, а там, короче, тушенка есть, макароны. Не пропадем, в общем. Ну и Женька на обед приглашал. Женек поехал на Курью пробовать ловить живца. Кстати, тоже хороший вариант. Если живец там ловится, то можно как-то в этой локации пробовать. Так что так. Ну и интересно, конечно. Женек выше, метров 500 стоит. А вот я ниже, как бы. Какое-то понимание будет. Вот. Ну а так, что круто, ребят. Нормально. Ветер только, конечно. А так, блин, круто. Морда сегодня сгорит от таз. Сейчас буду ставить палатку, ребят. Ветер. Сейчас, кстати, покажу, как ставить палатку ветер в одного. Ну, в принципе, ничего сложного. Понятно, что сложно, что ее тащит. Сразу вкручиваем вертыш, ребята, колышек. И отстегиваем. Сразу привязываемся и потом уже расправляем, ребят. Это уже проверено, я уже 1000 раз так делал. Такие дела. Так что все, погнали. Поставим домик. Все, пускай стоит, все у нас хорошо. В палатке будет тепло от солнца. Ну, дровишек потом заготовим. Ну, короче, так монотонно. Че, день длинный, ребят. Такие дела.
Ну и ветер, ребята, порывистый такой. Офигеть. То немного сбавляет, то, короче, опять как начинает. Жесть. О, что делает? Тамбур. Ну, тамбур, как бы я его не ставлю. Ну ничего, утянулся вроде. Борта здесь высокие, как бы юбку не важно прям ее засыпать. Понятно, что тепло. И палатка лучше стоит. Потому что поддует, как бы. А так все, ребят, установил. Здесь уже я ночевал, кто смотрел. ФП-2. Компания Берег. Раскладушка, палатка, печка. В общем, зашла мне эта фирма. Очень нравится. У меня и большая палатка, как бы, и большая печка тоже от Берега. Нормально вообще. Нравится мне. Молодцы. Ну все, что, наверное, поставим водичку. Да. Согреем обед. Женек приедет. Будем обедать. Сколько время-то? Ну да, время 13:41. Второй час уже. Блин, до скольки этот ветер будет, блин. Жесть. В эту сторону прям. Вот эта сторона страдает, ребят. Можно было, конечно, найти нормальное место. В ту же Курью уехать. Но, блин, ездить потом по снастям. Я-то понимаю, что ночью ветра не будет. Сидишь, дзынь-дзынь. А вдруг, да, налимчик? Короче, ладно, ребят. Обедаем. Так, водичку поставим, и будет все шоколадно. Что нравится, ребят, в этой горелке, что можно ставить большую кастрюлю, я не знаю, сковородку. Но также можно вскипятить, ребята, и на маленький. Вот, допустим, даже можно установить кружку. Прикольно, дешевая, но функциональная, конечно. Ух ты, фига, кусается как. Так, а на обед, ребят, рассольник. Все та же фабрика здоровой еды. Добиваю уже. Осталось там, конечно, немножко. Куриная похлебка. Состав: бульон куриный, костный, куриное филе, картофель свежий, морковь свежий, лук, репчатый, свежее масло подсолнечное. Короче, вот так вот. Кто-то посоветовал. Я обычно кипячу, потом ставлю. А мне написали: Андрюха, говорит, сразу ставь, но вода закипать будет. Соответственно, ну, она быстрее согреется. Написано 5-6 минут, но лучше 10 минут, ребятки, подержать, и будет все отлично. Так, сразу приготовим, чтобы потом уже не возиться. Ох, ветрище-то, ё-моё. Так, спальник под голову. Тут газ еще. Это сюда положим. Это уберем. Койко-место готово. Как говорится, вот так вот. Здесь потом продукты надо достать будет. Перекусить, так скажем, пообедать. Сейчас как-то до Женька докричаться вроде приехал.
Нормально? Нормально. Порядок хоть навести, ребята. То у меня тут кошмар, что происходит, блин. Все валяется. Так-то удобно. Все есть, ребят, для готовок, конечно. Маленькие такие тарелочки, кружки. Даже 3. Душа поет, когда клюет. Это дочь мне дарила. Это дежурная моя. О, деревянные, ребята, есть даже. Как там? Вот так, да? О, есть что. Половник есть силиконовый. По духу. Сумка, конечно, развалилась. У меня есть поменьше, но, блин, что-то я к этой привык так, ребят, что труба прям вообще. Даже вон что есть, ребят, силиконовая. Жарить блины, ё-моё. Заводит. Ножи эти столовые. Терка маленькая есть. Дрожжи. Хлеб печь. Так что все серьезно, ребята. Так-то, если разобраться. Это надо все выкинуть. Дрожжи пускай будут. Вдруг хлеб забудем. Даже вон есть штопор. С Юрьевной, когда ездим, вдруг вина. Оп, тихо, 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 тихо. Закипело, ребят. Все, пускай бурлит. Такие дела. Ложек насчитал, ребят, штук 10, наверное. Там еще вилки, ножи. 2 достал уже. Вот походные еще тарелочки, кстати. О, такое сало взял. Шпик закусочный. Ну, мазать на хлеб. Вот так, супом сейчас поедим. Лука только нету, блин. Должен быть. Нету лука. Ну ладно, не суть. Короче, на банду, ребята. Так что приезжайте, ложки всем хватит. Не, кайф, ребят, люблю я в палатке. Все-таки мое эта тема. Изба, конечно, круто. Ну, это уже все готово, да, печка, там уже какие-то есть, инвентарь какой-то там. Ну, мобильность вот это она мне все равно подкупает. Под старость лет все равно, наверное, где-нибудь какую-то избенку, ребят, сделаем для души, правильно? Я просто понимаю, что ее сожгут, скорее всего. Люди сейчас злые. Сейчас такого нету. Вот. Нет бы, да, что-то вот принести там, привезти там старое что-нибудь там, да, ненужное в избу. Нет же, они еще и забирают. Украли печку, ребята, с палатки. Вы представляете? Ой, с палатки, с избушки. Приехали, печки нету. Ну это как это вообще? Это что это, блин? Котелки какие-то были, инвентарь. Поддали. Надо же стрелять. Ну, а по чем стрелять-то? Ну, надо по этим стрелять. Ну, я показывал, у меня есть на видео, как кто, может, смотрел, помнит, избушка. И, в общем, заканчивается изба, и вот выход под предбанник, так скажем, да, под какой-нибудь были бревна. И люди просто были с пилой на технике, и им просто было лень, они взяли и попилили вот этот выход, который был недоделанный. Это просто жесть. Ну это куда вообще, бля? Так что за ней следить надо, ходить постоянно, ездить потом. Ну и как бы сделаешь, да, вот в душу вложишь там, ладно, это средство, материал там, ну это уже как бы так, можно где-то что-то найти, где-то разобрать там что-то старое. Можно там, не знаю, даже созвать там, да, сделать, ну я не знаю, сделать опрос там на канале,
мне кажется, люди подтянутся. Вот Серега Добрый, блогер такой в Ухте у нас есть. Вот он также с друзьями, ну, с подписчиками просто собрались. Кто смог, приехали и собрали, сделали. Вот так вот, как бы, да. Можно для души сделать так просто масштабный какой-нибудь такой проект замутить. Кто сможет, да, там на определенное время собраться, там, приехать. Я уже там все приготовлю, грубо говоря, там, технику затащим, там, лодки, моторы, какую-то рыбалку, там, да, грибалка будет, там, ну, прям на недельки-две так. Ну, и сообразить какую-нибудь там зимовье. Да, можно. Для видео, для контента, конечно. Ну, душу вложишь и потом приедешь там и прибирайся за всеми, там, дрова потом опять, как обычно. Бутылки вот эти, а не дай бог там что-то еще, и как бы вот это вот прям неохота. Здесь я хозяин, здесь вот мои 2,20 на 2,20 мои. Здесь меня никто не тронет, никто мне слова не скажет. За собой я всегда оставляю порядок. Вот. Я сегодня здесь, завтра там. Вот такие дела. Ну что, Женек, уже же похлебка-то уже подходит. Ездил на Курю, кстати, поймал связь, кстати, здесь подлавливает, позвонил. 4, говорит, живца поймал. Короче, можно рыбачить, ребята. Блин, если здесь поклюет, то можно здесь сообразить что-нибудь еще, поездочку. Нравится мне здесь, очень кайфово. Ладно, что, жду Женька и обедаем. Походу не клюет на комбайне. Ну я жду ночь, ребята. Мне не интересно, как бы, я жду ночь. Все-таки я за налимом, за ним родным. Он наконец-то едет. А то уже рассольник отстыл, ё-моё. Старый добрый БТС, ребята. Нормально. Тук-тук. Здравствуйте, гости дорогие. О, ты со своим, да? Чаем, да. О, красавчик. Приветствую. Что ты ящик возьми же? Ладно, ребятки. Пообедаем. Ты что, Женек, будешь? Рассольник или куриная похлебка? Бульон куриный, костный, куриное филе, картофель свежий, морковь, свежий лук репчатый. Да? Ну, понял. Сейчас сделаем. А у меня кипит уже, кипит. Я думаю, надо. Делом занял. Ну, поставил жариться, да? Молодец. Шижить. Блин, этот ветер надоел, слушай, блин. Уже пару недель. Да я ничего не говорю, блин. Потому что там живца ловил, ветра нет вообще, замечательно. На Куре, да? Я Хорошо. разделся полностью. Блин, вот там надо кайфовать. Ага. Фига себе. Куриная похлебка тебе, короче. Ага. Вон пакет. Вон пакет, Женек. А у меня рассольник будет. Кухня. Там, прикинь, кастрюли, сковородки. Ну. Я же не выкладываю ничего. Я кинул. Так-то, по идее, надо, да, вот, допустим, кастрюлька. А я вожу там, все же у меня там. Слушай, я в ящиках ложу, да, вот, ну такая прикольная штука. Слушай, вот тоже говорили, что типа на морозе будет плохо. Да не, слушай, нормально. Ничего, да. Самое, что прикольно, что вот снег попадает, дождь и ни хрена, как бы. Сколько литров? А слушай, не знаю. Вот такие вот у меня сумки еще от этой компании. Вот такие. Вот. Это гермомешок получается, это гермосумка. Но видишь, в чем прикол? Допустим, что-то снизу надо, тебе надо все достать. А здесь открыл, как бы, и все нормально. Так. Видишь, все, ящики тоже. Не всегда удобно. Ну, ящик тоже у тебя этот нормально. Живой еще, да, Женек? Сколько уже ему получается? 4 года? 5? 4? 5 надо. 5, да? Что-то мы там На избе же были мы. Слушай, юбилей, наверное. У тебя юбилей был, да? 40, да, вроде был? Сейчас у меня другой юбилей был. Да, 5 лет, да. Так, ладно, ребят. Пообедаем мы, короче.
Тебе надо было майонез, нет? Да. Я что-то не спросил тебя. Да, не знаю, нужно. Вот видишь, он чуть-чуть низковатый столик. Вот в плане этого. Так-то он маленький, да. Так. Ну, слушай, этот как его, тоже не хухры-мухры-то. В спортмастере брали. А вот этот антречер, как его там? Ну, Они же тоже там. на Озоне сейчас Ну да, да, да. тоже думаю прикупить. А я же вот его на фидер езжу. Сам ты знаешь, рядом ставлю. Так где-то. Зимой вот. Да вообще удобно. Пока. О, дрифт. Дрифт. Так, друзья, ну что, пообедали? Ветер так и не успокаивается, зараза. Вышел комбайны тряхануть. Да съезжу туда, потом посмотрю. Дров привезти надо. Так, ребят, что даже два флажка стоит. Донки сработали. Два флажка. Ну сейчас пройдусь, посмотрю. Ну нафига тут даже мотало, ребят, почти полная вымотка. Чё себе. Ну, заодно дровишек пильнем. Такие дела. Даже крутило, блин. Что-то вроде есть, ребята. Ельцы, наверное, скорее всего. Ох, нифига себе, какой хороший. Ё-моё. Ну, ребята. Вон где комбайны надо было ставить. Хорошенький. Да. Где рыбка-то ходит, блин. Ну, говорю, так не угадаешь. На комбайны, конечно, получше. Донка все-таки она на дне лежит. Ладно, зарядим. Скоро налим уже попрет. Скоро налим уже попрет. Да, даже крутил, смотрите, ребята. Почти все вымотал. Старые жерлицы. Когда-то на них рыбачил даже. Вот так вот. Блин, ребят, хорошая сельдь. Смотрите какой. Ух, красавец. Ну вот, они могут так-то по идее не сработать. Снег подтаял. Сработать они могут не сработать. А червяк может быть погрызан. Но тут вроде все хорошо. Так, что тут у нас дальше? Нифига себе, полная вымотка, ребята. Вот что дают донки жерлицы. О, тянет как будто кто-то. Да. Есть, ребята, рыбка-то. Эх, зацепился за лед. Ё-моё. Это плохо. Сейчас сойдет.
Ох ты, подлещик. О, вот она где, ребята, рыбка-то. Ребейка-то вот она где. Ух, песня. Ну, это мне нравится, что. Крючки большие здесь, ребят. Ну, работает снасть. Как я вам говорил-то, а? Глубина небольшая. Ночью здесь может даже лещ выйти. Фига помотал. Где-то гулял. Но на крючке остался. Самое что интересно. Вот так вот. И поклевку показываю. Самое что интересно, ребят. Непростая донка. Я не понял. Старые раны какие-то, ребята, у него. Кто-то его хватал. Ох, нифига пасть. Смотрите. Вот какая пасть. Его хватала вот такая дура. Ничего себе. Вот отпечаток, видите, ребят? Тык-тык-тык-тык. И вот клыки. Это даже, наверное, судак хвапал его. Здесь судак живет. Я здесь ловил сколько раз. Наверное, видели ролики, которые смотрел. Вот пасть какая хапала. Вот видно, видите, ребят, очертания. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот. Заживала. Уже зажила. Ничего себе. Ну это судак, да, его грыз. Здоровый причем. Офигеть очертания. Вот видно. Вот. Блин, ну пасть килограмма 3, наверное. Точно, блин. Ребята, все, что летом клюет, выбросите из головы. Противоположно. Вот те жалятся на 4,5 метра. Ничего не будет. Зима, лето, ребята. Вот я здесь летом рыбачил. Тут такие ези клювали, там лещи. Ничего там не будет. Не будет там рыба. Она не стоит почему-то там, где летом, зимой. Все противоположно. Ё-моё. Блин, хотел же здесь, а? Вот дурак. И здесь и поворот же. И ветер не такой, как там, на прямой. Нет, вот захотел там. Какие-то сны дурные снились. Ладно, шуруповерт работает. Смотаться просто надо будет. Перемотаться, отмериться заново. Но выставиться надо здесь, ребят. Иначе шапка пролетит. Похрену, дрова ночью. Но на характере работать. Ребят, не знаю, видите, не видите, радуга. Охренеть, в марте месяце видали? Вот это облако. Это радуга, реально. Радуга. Бля. Ладно, ребят, без камеры поработаю. Потом отчитаемся. Сматываю тут комбайн, ребят. Тут елец попался. Хороший причем. Ё-моё. Ай, в песок-то не надо. Короче, непонятно, ребят. Но меня лещ-то заинтересовал. Ох, опять ветрище. Подлещик попался, все. Значит, надо бить резерв. О, елец тоже попался. Причем нормальный ельчик. Блин, а. Так, братва, ну что, добрый вечер. Короче, быстро переставил. Женьку звоню, связь есть, ребята. Здесь получается, чтобы вы понимали, очередное село, и дальше уже там уже другой район получается будет, да. Там уже Сытовдинский район. Ну, как бы ни было, связь есть. Я Женек,
ну, все, ребята, 10 донок были пожеваны. Все. Относительно здесь. Но пока собирался, тоже здесь елец какой-то. Ладно, давай, короче, разбурился. Давай возить. 2 вперед, 2 в сани. Ну, там дорога такая, короче, ребят, 2 у меня в хлам. Чтобы вы понимали. Комбайна. О, так не перевозить, ребята. Поводки, вот это все это дело. Конечно, такое дело. Ну, 8 штук я поставил, и Женек, короче, продолжил, тоже выставился. Вот, ну, не знаю, ребят, не знаю. Ставка такая, конечно. Тут тоже не показатель, так-то днем все лишь. Но там вышел подлещик, ребята, днем. И это меня соблазнило, потому что я, конечно, готов половить подлещика. Вот. Ну что, тут только резать остается. Сейчас вот переберу все. Вязать уже не буду ставить. 8 штук там хватит. Плюс там Женек постоял. Женек уедет. Уехал, точнее. Я там, если что, за его посмотрю ночью. Предлагал, говорю, Женек, давай оставайся, говорю, что, туда-сюда. Переночуем. Палатка маленькая, да, говорю, что переночуем. Не, я, говорю, домой поеду. А я говорю, завтра все равно сюда поедешь. Мотаться туда-сюда, это сюда 20, обратно, это 40 километров. Ну куда? Тоже не ближний свет-то, по идее. -то. Ну, понятно, что немного, но все равно кататься. Плюс по льду идешь. Лед-то все равно неровный местами. Еще вот старые эти буранки, как наедешь. Подвеска страдает тоже, как минимум. Так, сюда пока буду вешать. Ни в какую не согласился. Я говорю, пока сейчас дров напилю, ужин приготовлю. Ни в какую не захотел. Ну ладно, что, хозяин барин, как говорится. Мы-то что, мы-то подвигаемся. Вот. Было 3 брикета, затопил, ребят, в палатке тепло. Ну, придется с фонариком дрова заготавливать. Ничего не поделать. Вот. Все уже темнеет. Причем так хорошенько темнеет. Начал. Вот. Ну не знаю, ребят, посмотрим, что. Ставки такие. Обидно запутал, конечно. Ну ничего. Перевяжусь потом. А так не перевозить. Лучше смотать, короче. Ну, спешка такая тема. Никогда добро не приводила. И сейчас еще придется и дрова с фонариком заготавливать. Так что здесь как ни крути. Такие дела, ребятки. Ладно. Нормально все. Я думаю, что, может, не зря переставили. Все, ребятки, темнеет. Вот такая красота. Поеду за дровами, что? Сегодня с опозданием. Вроде столько времени было. А вот так вот как-то. Ну, там дровина есть. Подпилим, нам хватит.
Фу, ребятки. Ну все, порядок. Короче, лоханулся. Ну, с виду непонятно, ребят. Это был, получается, как вам сказать. Ну, это дерево принесло палаткам. Ее замыло, и она вот, получается, прибилась к берегу. Вот видите, она такая вот вся чесаная, гладенькая, потому что льдами ее там тягало. И как бы сразу непонятно, что за дерево. Вот. Я так посмотрел по сучкам, думаю, блин, вроде как будто бы осина, а может быть и как будто бы не осина. Но в конце получилось, что она осина, ребята, она еще сырая до кучи. Ух, пахнет. Пахнет, конечно, сердцевина, знаете, такой гниловатостью. Но Андрюха умный парень. Макушечку где-то отспалил сухую елки. Вот она тоже, кстати, повидала. Вот. Но она сухая, ребята. Короче, будем перемешку кидать. Пару этих и пару сырых. И это будет самый нормальный вариант. Я 3 чербана там пильнул, но она вот такая вот в обхвате. Блин, ветер, ребят, не успокаивается. Ё-моё. Что за дела? Ладно, так, сейчас духу перебьем. Дух перебьем, чайку попьем. И надо перекинуть, наверное. Перекинуть, ребятки, надо комбайны. Там жерлицы в яме молчат. 4,5 метра, охренеть. Где дерево как раз это и лежало. Да. Ну а потом попозже, может, поужинаем. Правда, что-то неохота. Чай с шоколадкой попил, сникерсом. Нормально так, по кайфу. Ну, мы поужинаем, по-любому поужинаем. Что? Все равно походим до часиков 12, наверное. Такие дела. Никого, тишина вообще. Сегодня срано, никого даже никто не проехал. До комбайнов. Здесь флажочек стоит. Поклевка была на доночку. Так, тут проверил. Здесь вроде как нет загиба. Вот первые комбайны. Посмотрим. Здесь поклевка была. Так, ну, понятно. Кто-то, ребята, был. Сбили. Свеженького мы на лимчика поставим. Вот так вот. Вот такой пучок. Ну, понятно, это не для яйца. Помотал даже, нифига себе. Идем дальше.
Зараза. Цепляется. О, ерши, ребят, пошли. Тихо. Главное не запутаться. Да, с этим комбайном нянчится. О, скользко так. Гонки вроде, ребят, не сработаны, но их тоже надо смотреть, потому что ерши вот всякие разные. Вроде как будто бы нормально. Но надо проверить все. Тут вроде тоже тишина. Ничего не кивает. Надо, чтобы прям кивал, ребята. Вот это поклевка. А это все мелочи жизни. Такие дела. Жесть. Ну что, осинка горит, ребята. Нормально. Все у нас хорошо. Опа. Все у нас хорошо. На улице, ребята, отвечаю, очень холодно. Ходил сейчас с макарон, воду слил. Тушенку открыл. Сегодня заводская, не домашняя. Что-то подразлетелась у нас Вася тушенка. Надо что-то приготовить свеженького. Оп. Рыбка-то есть. А так... Блин, погода, ребят, лучше. Я не знаю, мороз, что ли. Градусов 15, чем вот 5 минус и вот такая погода. Смотри, что делать. Я даже выходить не хочу. Жесть просто какая-то. Он как будто еще больше стал. Ветер-то, блин.
Жесть. Нафиг, какая улица? Я больше не пойду нафиг. Сейчас похаваю макарон. Сейчас тут зажарим все это дело. Водичка выкипится. И будет хорошо. Ну его нафиг, блин. Ребята, доброго утречка. Труба вообще. Погода, короче, дает жару. Надо вставать в 6 утра. Потихоньку раскачиваться. Так, друзья, доброе утро. Прошу прощения за фейс мятый. Ну, мы тут шутки не шутим, как бы. Все по-настоящему, ребята, как есть. Я просто знаю многих, что меня 2 часа не снимают, говорит, пока, говорит, я, говорит, не восстановлюсь, там, не умоюсь. А у нас, ребята, жизнь. Ночка, ребят, такая неспокойная. Я 2 раза, наверное, или 3 раза, ребят, переживал вообще за палатку. Я думал, ну все, сейчас сейчас ее дерганет. Ну нет. Вот эти вертыши, ребята, просто вещь, рулят. Спасибо пацанам за пашку, за подарок вот такой, потому что, блин, вот те старые мои трубчатые, они, наверное, они бы не выдержали такого натиска. На эту сторону атака такая идет, что мама ровно, стенка прям прижимается вот так. Так что, ребят, вертыши тоже тема такая. Ну и хорошая веревка, в принципе. Блин, очень страшно было пару раз вообще. Я думал, ну все, край. Нет, стоит. Ладно, ребят, что? 6 утра, начало 7. В палатке тепло, конечно, классно. Выспался маленько даже. На завтрак шоколадка с чаем. Такие дела. Уснул я там, не знаю, во сколько уснул. Ну, поспал нормально. Дров даже еще осталось. 3 раза, наверное, я подкладывал. Такие дела.
Видно, ребят, жерлица на мелях. Флажков нету. Сразу могу определить вон отсюда. Ну и слышно, техника по льду идет. Женек идет. Вчера он уехал. Едет. Так, ладно. Немножко бытовухи, надо убраться. Помыть посуду. Попробовать порыбачить. Вчера ночью ветер, я уже не стал. Ерши попадались. Рыба мигрирует, надо, ребята, искать ее, бегать. Я хрен знаю, что делать. Ребят, ну что, маломальски собрался. Так, какие-то вещички. Юшку открыл, печка пускай прогорает. Женя ставил вчера там сколько, 9 жерлиц или 10. У него 5 сработок, ребят. Ну ни одной не поймал. Чешую все сбил, мелкий налим хулиганит. Значит, в этой локации есть рыбалка какая-никакая. Надо искать просто. Вот. Но у меня здесь нифига, мне не повезло. Ну а в яме там 4,5 метра, скорее всего, ничего не будет. Едем на комбайны. Все промерзло. Тихо, тихо, тихо. Ельцы, ельцы, ельцы. Хорошие ельцы, конечно. Так-то по идее. Но это не то. На доночку, ребята. Тоже елец. На доночку. Флажок не сработан был. Ельцы. Ельца можно ловить, ребят. Но, к сожалению, не на этой снасти. Не на эти лески и на эти крючки. Крючки вон какие огромные. Это так вот где-то повезло, засекся. А так в основном объедает и все. Яма, ребята, 4.05 не сработала. Но в принципе было понимание. Но захотелось прям, вот что-то прям захотелось. Не знаю. А когда хочется, что себе отказывать, правильно, ребятки? Тишина, в общем. Он мировази вчера забирал. Ельцы, ребят, ельцы. Ну вот, а надо заниматься конкретно. Задача у нас другая. Налим, лещ. Ну, к сожалению, как-то так. Фу, ребятки, ну что, все, снасти собрал. Маломайские вещи, сейчас в палатку. Немножко марафета. Гружусь и домой. Вот, в принципе, можно было порыбачить. Елец клюет, ребята. Женек вон сейчас сидит. Но у меня крючки здоровые. Поводочки там 24-й, там хотя бы что-то 18-е такое, знаете. Ну, более деликатное, это же зима. Вот. Ну и конкретно заниматься. А так, в поисках налима, ребят, ну, опять болты. Наверное, уже будете там писать, что опять там не до рыбалка, там не умеешь рыбачить и так далее. Ребят, попробовал, новое место. Ветер надоел уже. Вот. Все-таки нашел рыбу с помощью донок. Здесь комбайны. Место интересное, красивое, широкое, перспективное летом, но не зимой, ребята. Пляж вроде как там и подлещик попался, и елец ходит. Вот. Но это не наша рыбалка, ребята. По щуке тишина на жерлице. Яма промолчала.
Я все-таки надеялся на монстра какого-нибудь, который там живет. Ну нифига. Так что вот, ребятки, очередная такая недорыбалка. Ну, там штук с десяток ельцов получилось. Ельцы хорошие, подлещик. Короче, на котлеты там, на сбор, на солянки там нормально. Дело даже не в рыбе, ребят, понимаете? Да, попалось хорошо, не попалось. Но тоже неплохо. Как бы. В большей степени сам посмотрел, попробовал. Ну, что-то как-то новенькое. Впереди оттепели, ребят. Не знаю, что, как дальше будем двигаться. Вот. Ну, куда-нибудь сгоняем, я думаю. Планировалась поездка, сорвалась сейчас. Хорошая была поездочка намечалась. Ну, к сожалению, никак. Вот. Буду собираться, ребят. Я вообще совсем забыл, что сегодня у нас с Ларисой Юрьевной мероприятие на кухне. Вот. И надо ехать. Так что быстро-быстро домой. Так-то можно было на комбайнке постоять еще пару часиков. Ну ладно. Так что все, ребята, давайте на связи. Спасибо, кто смотрел этот ролик. Не забывайте за Яндекс.Зен, у кого плохо с Ютубом. Начал сейчас, как вы просили, выкладывать в ВК видео. Ссылка ВК группа в описании. Залетайте, ребят, делитесь своими фотографиями. Не забывайте за телеграм-канал. Там все самое интересное, а именно в онлайне, грубо говоря, сегодняшние фотки, маленькие ролики уже там. По возможности, если есть связь, выкладываю, конечно, прям с рыбалки. Все, ребят, давайте, не болейте. Я знаю, что уже у многих льда нету, снега нету. Уже кто-то открылся по летней рыбалке. Ну, в общем, всем, ребят, добра, бобра, на связи. Все, я домой.